В Башкортостане продолжается строительство Уфимского хосписа. Он возводится полностью за счет пожертвований. Необходимая сумма средств более 800 миллионов рублей. Обсудим тему прямо сейчас подробно в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами пресс-секретарь Уфимского хосписа Светлана Нигматульна. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас строительство Уфимского хосписа, да, и насколько активно жители республики, ну и вообще все желающие помогают в строительстве такого важного объекта? На данный момент у нас ведутся внутренние работы, внутренняя отделка, стоят стены, поставлены окна, уже хорошо видны очертания нашего будущего стационара, начато облагораживание территории. К сожалению, наверное, немного мы отходим от заявленных ранее сроков, но все же надеемся, что в ближайшее время начнем функционировать. Работы осталось не так много. Единственное, что, конечно, хотелось бы получить еще поддержку от жителей республики и от бизнеса, потому что строительство ведется полностью на благотворительные средства, и пока вся необходимая сумма не собрана. Ну, сроки сдвигаются, видимо, из-за того, что пандемия коронавируса все-таки внесла коррективы в работу многих структур. Ну да, есть много влиявших факторов на это. Закономерно, в принципе, даже, наверное, ожидаемо было небольшое сдвижение сроков. Конечно, пандемия тяжело ударила по бизнесу. Бизнес – это наши главные помощники. И в момент, когда организации сами пытаются закрыть свои дыры, обеспечить свою жизнеспособность, сложно заниматься благотворительностью. Но, тем не менее, мы рады, что есть организации, компании, которые жертвуют и которые, например, не полностью отказываются от благотворительности, уменьшают суммы, соизмеримы своим возможностям. И, конечно, обычные люди тоже нам очень помогают. Давайте напомним значимость проекта для республики. Ну, наш хоспис станет первым в регионе. В Уфе, в Башкортостане пока на данный момент нет ни одного полноценного стационара паллиативной помощи. Он предназначен для детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями. Это такой сложный момент в жизни каждой семьи, с которым, наверное, столкнулся каждый из нас, если не у себя лично, то у коллег, или мы читаем истории людей в интернете, знакомых. В момент, когда человек болен неизлечимо, как правило, он оказывается один, и его семья очень нуждается в поддержке. То есть все слышали историю о том, когда человека выписывали из больницы со словами «мы не можем вам помочь, да, выезжайте домой». И в этот момент семья вынуждена справляться с обрушившимся на них вот этим вот горем самостоятельно. Здесь как раз-таки приходит в действие паллиативная помощь. Мы созданы для того, чтобы и физически, и духовно поддержать человека и его семью, облегчить его состояние и моральное, и физическое. Ну, кроме того, там будут предусмотрены места для детей, для особенных детей, родители которых там должны будут отлучиться от них, да, и смогут оставить под присмотром. Вот как этот блок будет работать? Есть такая программа, это не будет отдельным блоком, то есть в детском отделении во взрослом будет такая программа, как социальная передышка. Она подразумевает, что близкие смогут на какое-то небольшое время оставить дорогого человека, ребенка или, может быть, бабушку, дедушку в надежных руках под присмотром медиков, с интересным досугом, со сверстниками. И в это время немного отдохнуть и сделать какие-то свои дела. У нас не принято говорить о том, что мы устаем, но тем не менее мы все люди. Когда ты ухаживаешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за тяжело больным человеком, это колоссальный труд, и отдыхать очень важно и нужно, потому что от этого зависит все, то есть от этого зависит то, какие отношения в семье, какие отношения с другими людьми, то есть есть другие дети, есть еще родственники, и вот эта возможность отдохнуть, она очень важна. 800 миллионов рублей, необходимая сумма средств, это оборудование, окончание строительных работ, что еще? Сейчас вообще вся необходимая потребность, которая нам есть, это завершение строительства, это медицинское оборудование, оснащение стационара, оценивается сумма около миллиарда. Вот. Ну, то есть это все потребности, которые есть на данный момент. Подопечные Уфимского хосписа, кто они, сколько их, и это взрослые и дети? И взрослые, и дети. Сейчас очень мало кто помогает именно взрослым, и пока мало к нам обращаются тоже именно взрослые пациенты. Все привыкли, что у нас помогают детям. Мы помогаем и детям, и взрослым, и в целом нам не важен диагноз. Если пациент паллиативный, если он неизлечим с любым диагнозом, он может обратиться к нам за помощью. Неважно, это бабушка или дедушка уже с какими-то гериатрическими возрастными изменениями, которые необратимы, или это ребенок с онкологическим, генетическим каким-либо диагнозом, который в данный момент не может
медицина ему помочь излечиться. Это все наши пациенты. Они очень разные, очень много самых разных историй, самых разных диагнозов. Давайте некоторые истории личные озвучим, кому сейчас нужна вот прямо острая поддержка. У нас сейчас есть очень большой сбор для детей из Башкирии, дети-бабочки, булезный эпидермолиз, Лиза и Матвей Багровы. Это дети, у которых в силу заболевания особое строение кожного покрова, и для того, чтобы жить, для того, чтобы играть, касаться каких-то вещей, даже для того, чтобы обнять свою маму, им необходима защита для рук, специальные бинты. Это расходные материалы, они стоят очень дорого, но это те вещи, без которых дети жить не могут. То есть, если мы говорим о качестве жизни, то это как раз та самая вещь. И сейчас у нас на сайте ufahospice.rf можно пожертвовать для них любую сумму. Это очень важно, потому что это обычные дети, такие же, как наши с вами. Они также любят играть, любят там динозавров, наряжаться. Просто им необходимо чуть больше, чем обычным детям. Необходимая сумма средств? Более 3 миллионов необходимо на полгода для 2 детей. Это тот самый расходный материал, без которого они совершенно не могут жить. Еще 2 истории давайте озвучим. Может быть, кто-то захочет из телезрителей помочь. Что касается взрослых подопечных, у нас есть прекрасная подопечная Яна Юрьевна, очень интересная, очень умная женщина. Она сейчас полностью парализована из-за своего заболевания под названием БАС, то есть она не может двигаться, не может разговаривать, но мы с ней общаемся. Есть такой специальный монитор, благодаря которому человек, управляя взглядом, может писать сообщения. Вот ей постоянно тоже мы помогаем, необходимые расходные материалы для ее аппарата Нивейл, который она использует для респираторной поддержки, тоже можно также пожертвовать. Там совершенно небольшая сумма, поэтому можно очень легко ее закрыть всем вместе. Вот. Также у нас есть маленький ребенок, маленький мальчик Никита, есть стерильтомака, у него очень редкое генетическое заболевание, при котором у ребенка дыхательный процесс останавливается в ночное время, то есть засыпая, ребенок перестает дышать. Вот. Ему нужно специальное оборудование, которое позволит контролировать уровень углекислого газа в крови, и таким образом ребенок, который полностью развивается в остальном, в обычном темпе, сможет жить, радоваться, не попадать постоянно в реанимацию для проведения этого исследования, находиться дома с семьей и наслаждаться жизнью. Будем надеяться, что все-таки сборы будут закрыты. На первоначальном этапе объявления о строительстве первого в республике хосписа поддержку оказывала и вот представитель фонда «Вера» Нюта Федермессер. Продолжается ли сотрудничество с ней? Да, на связи Ли. И плюс еще вот недавно приезжал Александр Семин. Он тоже сотрудничает с фондом «Вера». Расскажите, пожалуйста, про эту часть. Конечно, фонд «Вера» нам оказывает постоянную поддержку. Вообще, в целом, хочется сказать, что вот это сообщество внутри паллиативной помощи у нас в стране, оно очень открытое и дружелюбное. То есть мы новички, и мы не хотели ничего выдумывать сами по любым каким-то сложным вопросам. Мы всегда обращаемся к коллегам, это нормально, да, у них есть опыт, и мы с благодарностью его принимаем. И еще ни разу мы не встретили какого-то там негатива, отторжения. То есть нас во всем поддерживают коллеги, фонд «Вера» в первую очередь в том числе. Александр Семин оказывает нам колоссальную поддержку по продвижению, как бы по фандрайзингу, по сборам. Сейчас снимается просто, не знаю даже какое слово подобрать, очень глубокий ролик, который покажет о том, что такое хосписная помощь. И это важно не только для того, чтобы собрать деньги на нашу работу, но это важно еще для людей, чтобы рассказать им, что мы есть, что мы не страшное какое-то непонятное казенное учреждение, куда можно сдать близкого и всю жизнь испытывать от этого чувство вины, что мы хотим быть таким добрым другом, частью вашей семьи, которая рядом, пока мы вам нужны. И вот это именно наша суть, наше позиционирование. Угу. И что бы вы сказали тем людям, которые вот считают, что их может это не коснуться, и помогать в благотворительных целях вот тоже не нужно? Ну, мы не считаем, наверное, что благотворительность, она должна приходить из какой-то плохой мотивации. То есть это внутреннее желание человека всегда очень разное. Если кто-то не хочет заниматься благотворительностью, возможно, он придет к этому со временем, но тут не должно быть никакого обвинительного контекста. Делать добро в первую очередь приятно, и помогать другим – это в первую очередь помощь себе. То есть к нам часто приходят люди, которые хотят сделать доброе дело в память, например, о своей бабушке, да, какой-то хаир такой своеобразный сделать. Приходят люди, которые сами пережили потерю, и им очень важно таким образом как-то
поддержать самого себя, да, в этом спастись, такой психологический как бы ресурс найти. Конечно, хочется надеяться, что никого не коснется болезнь, но, к сожалению, мы все смертные, и произойти может все, что угодно. Но в то же время не хотелось бы, чтобы люди приходили к нам в благотворительность из какого-то страха, из какого-то суеверия. Как можно сделать пожертвование? Пожертвование сделать очень просто. Достаточно зайти на наш сайт ufahospice.rf. Можно сделать пожертвование с картой, можно отправить смс. Можно стать нашим волонтером, если хочется. Нам нужна любая помощь. Мы собираем не только денежные средства. У нас очень классный штаб волонтеров, оказывающий нам помощь. Они замещают нам маленький штат. У нас очень маленький штат, и эти люди доставляют помощь подопечным, оказывают нам какую-то идейную иногда помощь. Вот. Спасибо большое, Светлана. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была пресс-секретарь Уфимского хосписа Светлана Нигматуллина, и мы говорили о том, что важно быть другом для тех, кто оказался в беде. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.